До начала церемонии передачи троллейбусов, подаренных Абхазии Санкт-Петербургом, представители администрации северной столицы почтили память защитников Абхазии. Делегация во главе с вице-губернатором Кириллом Поляковым возложила цветы к памятнику в Парке Славы. Новые троллейбусы оснащены системами кондиционирования и рассчитаны на 100 пассажиров, из которых 25 посадочные места. Они низкопольные, что удобно для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также для родителей с колясками. Специалисты из Санкт-Петербурга помогают абхазским коллегам адаптировать технику к местным контактным сетям. Мы буквально недавно восстановили старые городские маршруты, которые долгие годы не функционировали. И сегодня поэтапно начинаем все эти новые троллейбусы запускать по всем маршрутам. Троллейбусный парк у нас, все старые троллейбусы требуют капитального ремонта. И сегодня то, что нам передали 10 новых троллейбусов, дает нам возможность наши старые троллейбусы поставить на капитальный ремонт для того, чтобы в дальнейшем еще большее количество троллейбусов мы смогли использовать по всем маршрутам. Да, вот такой еще низкопольный, он, кстати, это уже современного поколения, у нас такого не было. Люди довольны. Ну, он и хорошо подходит для маломобильных граждан. Да, с низким полом люди да. могут комфортно заходить, выходить. Да, с колясками. Хотим вам выразить глубокую признательность. На самом деле это очень серьезный подарок для нашего города и для наших горожан. Горожане долгие годы испытывали необходимость в таком транспорте. Троллейбусы у нас курсировали, но не по всем маршрутам и в очень ограниченном количестве. Поэтому сегодня для нас это очень ценный подарок, за что от имени горожан и от себя лично хочу вас поблагодарить. Помимо троллейбусов, петербуржцы передали для Гудаутского района школьный автобус. У Санкт-Петербурга и Абхазии большая программа сотрудничества, и связи укрепляются. У нас 25-й год был таким прорывным, скажем так, благодаря и поддержке мэрии города Сухума, благодаря личному вовлечению президента в эту работу. И надеемся, что мы в 2026 году сделаем еще больше в рамках нашего взаимодействия. У нас очень большая программа сотрудничества между Санкт-Петербургом и Абхазией. Мы сегодня с президентом наметили определенные планы на дальнейшее сотрудничество. Договорились о том, что мы в этом году на Петербургском экономическом форуме подпишем очередное соглашение между правительством Санкт-Петербурга и Республикой Абхазия, в котором будут прописаны целый ряд программ, которые Санкт-Петербург будет реализовывать в Абхазии, ну и конкретно для города Сухума. Мы сегодня еще передали школьный автобус для Гудаутского района. В планах насыщенная программа. Один из важных аспектов в ней – посещение Государственного многоотраслевого колледжа в Сухуме. В образовательном учреждении при поддержке Санкт-Петербурга планируется ремонт. Рабочий визит гостей из северной столицы России продлится до 15 марта. Гугуца Вардания, Роберт Ломия, Рада Гвинджия. Абхазское телевидение.